Все, бугульминские автобусы на металлолом пошли. В городе ни одного автобуса не осталось. Все здесь. Это видео, пожалуй, одно из самых популярных в Бугульме в последнее время. Снималось оно на этой вот площадке, на которой когда-то кипела жизнь, а теперь пусто. И вот это все, что осталось от 18 автобусов, которые обслуживали жителей Бугульмы. Все единицы техники находились именно на вот этом периметре, то есть начиная отсюда, по той стене и по той стене. То есть автобусы располагались именно в таком П-образном порядке, расставлены были. Нету автобусов, нету. Надо же обновлять парк, а его нету. Это все, наверное, руководство в этом виноват. А кто больше? Простой брат же не виноват. Здоровый образ жизни в виде пеших прогулок, когда на улице уже минус и снег, жителей Бугульмы особо не привлекает. Тем не менее, пока еще относительно тепло, в городе пешеходов стало больше. Таксисты говорят, цены повысили, но спрос не вырос. У вас вот как сейчас заказов больше стало, наверное, да? Да, возможно, я особо не заметил, чтобы больше стало прям так. Ну, чтобы прям вот валом народ пошел в такси ездить, такого нет. Все как обычно. Просто люди, скорее всего, пешком уж начали ходить. Не каждый себе может позволить ведь поехать на такси. Так ведь у нас так. Что-то у нас здесь, я не знаю сколько. Зарплаты, да, зарплаты, что здесь, 12-15 тысяч в городе. Ситуация назревала давно, говорят представители уже бывшего перевозчика пассажиров. Первая проблема – нехватка кадров. Работали трудовые мигранты из республик ближнего зарубежья, но были вынуждены вернуться на родину. Местные в очередь особо не встают. Вторая проблема – низкие тарифы на проезд. Деньги пассажиров не окупают затраты транспортников. 9 лет назад у нас в Бугульме было 3 перевозчика. 2 перевозчика по этим же экономическим причинам ушли еще в 2019 году. Остался у нас 1 перевозчик. 2020 год меня просто втоптал в землю. Просто. Я ни на один день не остановил перевозки пассажирские во время пандемии, когда объявили локдаун. 3 месяца люди сидели дома, 1-2 человека, но мне его надо было вести. Выручка упала просто колоссально. Мы, несмотря на это, предприятие изыскало любые возможности и ресурсы, чтобы сохранить трудовой коллектив. Судя по всему, последней каплей, переполнившей терпение предпринимателей, стало обращение в прокуратуру одной из жительниц города. По поводу обращения, да, оно было инициировано одной из постоянных пассажирок, после которой была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения. Нарушения, которые предприятие в силу сложившегося на данный момент тяжелого финансового положения устранить, к сожалению, не представилось возможным. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, связанные как непосредственно с организацией перевозок пассажиров, так и с осуществлением безопасности данных перевозок. В связи с этим Бугульминской городской прокуратурой в администрацию города и района было внесено представление, и в Бугульминский городской суд был направлен иск. Что автобусы старые и надо было их обновлять, спору нет. И еще одна из претензий к газовому оборудованию, установленному на автобусах. Ранее неоднократно были попытки оформить ГБО, но почему-то свидетельства, которые выдавала Казанская организация, специализирующая на именно установке ГБО, их документы не принимали у нас в МРЭО, и как бы мы так и не смогли завершить эту процедуру. До вот сегодняшней ситуации перевозки удовлетворяли. У нас в Бугульме субсидирование получает пригородные перевозки по пригородным маршрутам перевозчик. Это республиканские субсидии. Но по городским, к сожалению, в нашем бюджете мы не могли и на сегодняшний день не можем предусмотреть тот уровень субсидий, который требуется. Ситуация данная может повториться в муниципалитетах Зеленодольска, Нижнекамска и Мензелинска. В принципе, там идет, наверное, все по той же самой схеме. Еще раз хочется повторить, что без поддержки именно муниципальных властей и Минтранса, да, и мы как перевозчики, да, не сможем просто обеспечивать полный объем выполнения, скажем так, госзаказа. Да.
Год назад наша программа рассказывала о подобной проблеме в Нижнекамске. Там, в отличие от Бугульмы, есть общественный транспорт, но автобусов в то время было столько же, сколько в Бугульме – 18. Но жителей в Нижнекамске в 3 раза больше. При этом еще несколько перевозчиков обслуживают промышленные предприятия. Дважды в день на работу и с работы химиков и нефтехимиков возят 300 автобусов. Остальные горожане мерзнут на остановках. 1:20 люди стоят, ждут автобуса. Кошмар, а не город. Так не должны работать. Но нас довели до такого состояния, что мы работаем в этом режиме, потому что в режиме ожидания транспортной реформы мы живем уже 2 года. Политика комитета по тарифам, который нам считает уже 10 лет, все наши затраты по фактическим расходам. Дальше для развития, для обновления парка там ничего не остается. Ожидая решения проблемы на республиканском уровне, в некоторых муниципалитетах решает ее и самостоятельно. Азнакаевский район минутах в 40 езды от Бугульмы. Здесь тоже единственный перевозчик, причем как на внутригородских рейсах, так и на пригородных и междугородних. Кроме того, обслуживает еще и жителей Бавлов. И при этом особо убыточные маршруты все-таки тоже вынуждены закрывать. Эти перевозки социальные, они убыточные, да. Мы как бы каждый год несем убытки, закрываем их с помощью других направлений, своих в то же время. И какую-то помощь оказывает администрация. Пассажир перевозок, поток маленький, и когда у него убытки, мы помогали всегда, субсидировали их, возмещали убытки из местного бюджета. Мы заинтересованы, потому что, понятно, это же социальный вопрос уж. Директор Азнакаевского транспортного предприятия признает, что городской бюджет покрывает расходы лишь частично, и дыры в собственном бюджете от невыгодных пассажирских перевозок закрывает за счет других направлений бизнеса. И все проблемы, которые озвучивались в Бугульме, знакомы и ему. В 2020 году, когда пандемия началась, у нас первая цель была это оставить коллектив, чтобы никто не разбежался, все остались, потому что в первую очередь это коллектив, это кадры. Мне даже пришлось продать свою машину. Какой-то диалог должен быть, понимание, что должно быть. И в данное время в Азнакаево диалог есть, потому что если бы не было диалога, могло прийти, как вы говорили про Бугульму, тоже к этому могло прийти. Предприятия это многопрофильные, ООО «Фривей», они, кроме пассажироперевозок, занимаются еще, они на базе ПТП или «Фривей», бывший ПТП «Фривей», организована муниципальная промплощадка. Мы сами, как органы местной власти, освободили эти промплощадки от земельного налога, сами своим решением, мы можем, у нас есть полномочия на такие, а уже на уровне республики освободили их от имущественных налогов, от транспортных налогов и уменьшили их, основной налог уменьшили. В Бугульме пока в ожидании желающих взяться за городские перевозки. Пока нашли временное решение, предприятие, которое работало на пригородных маршрутах, выделило несколько автобусов для внутригородских. Но машин в 4 раза меньше, чем требуется. Устные переговоры мы ведем и с республиканскими нашими перевозчиками. Это перевозчики Альмеческа, Чистополя, Набережных Челнов, в том числе и наших соседей с рядом наших регионов, с Оренбургской области, Северного района. Но пока на уровне устных переговоров. Каких-либо официальных письменных заявок пока от них не поступало, к сожалению. Хотим поблагодарить всех пассажиров, которые все-таки, несмотря на сложившуюся ситуацию, отнеслись с пониманием к работе нашей компании. Зуфар Давлечин, Андрей Мохов, 7 дней.